Но не только через них. И в Гагаузии тоже есть активисты, да, которые протесты каждый организует очень часто. В августе, мы помним, да, Михаил Влах некий вышел, не некий, а Михаил Влах, председатель наблюдательного совета УК ГРТ, гагаузский активист, и вышел, организовал протесты в августе, в сентябре, да, помните, да, когда... Вот возобновились протесты сейчас в Гагаузии, опять же их организует Михаил Влах. И вот новое требование. Тогда они организовывали протесты против повышения против повышения цен. Но чем эти протесты заканчивались, мы неоднократно говорили, да, протесты заканчивались восхвалением Путина и оскорблением Майи Санду. И вот он возобновил эти протесты, и теперь новое требование. Михаил Влах требует, чтобы правительство оплатило счета за 2 года. За все услуги, да, те, которые народ Гагаузии не может оплатить. Ну это же бредовое требование. То есть, как бы, ну, где это видно, чтобы людям оплачивали счета? Это же нормально. Ты тратишь свет, и ты за него платишь. Да? Ты тратишь воду, ты за нее платишь. Нет ничего бесплатного. Даже в Советском Союзе такого не было. Ты тратил свет, ты за него платил. Ты тратил воду, ты за нее платил. А тут Михаил Влах в условиях рыночной экономики решил устроить коммунизм. Понимаете, давайте заплатите нам за 2 года. А почему за 2 года? Почему не за 10 лет? А почему такое скромное требование? Давайте попросим, чтобы всем купили машины. Не знаю, там, чтобы правительство каждый месяц покупало всем там одежду в Заре, там, не знаю, там, какие бренды еще существуют. Чтобы оплачивало всем путевки, там, не знаю, в Турцию. Что так скромно? Давайте уже как бы все расходы свои взвесим на правительство и потребуем, чтобы правительство не требовало от нас работать и освободило нас от всех налогов. Что дальше идешь, Михаил Влах? И теперь давайте посмотрим, а просто ли так Михаил Влах это делает? И этот порыв его пророссийский, он просто так или он как бы стимулируется чем-то? И вот опять же, возвращаясь к расследованию Райс, расследование Райс показывает, что оказывается, в декабре месяце 2022 года фирма, где 67%, доля 67% принадлежит жене Михаила Влах, компания Бакаян, да? Татьяна Влах, это супруга Михаила Влах. Его супруге принадлежит 67% акций или 67% доли компании Бакаян. Эта компания входила в список компаний, которым Россельхознадзор разрешил экспорт продукции в декабре 2022 года. Обратите внимание, в декабре 2022 года, это после того, как Михаил Влах организовал протесты в августе месяце 2022 года и в сентябре месяце 2022 года. Таким образом, Михаил Влах, мы так понимаем, да, заслужил право и заработал право экспортировать в Россию продукцию. То есть он попал, его компания или компания, в которой его жена владеет 67% акций, получила право экспортировать какие-то товары на территорию Российской Федерации. Михаил Влах, насколько я знаю, занимался яблоками. То есть понятное дело, что яблоки его компания и экспортировала. И как это объяснять? То есть получается, что Михаил Влах как бы не совсем бесплатно это делает, да? И вот теперь Михаил Влах опять возобновил протесты. Наверное, хочет получить очередной бонус. Или ему там обещали новый бонус. Да? Мы же знаем, как это происходит с Игорем Дадоном. Да? То есть тоже расследование Райс показывало, что Игорь Дадон, который ушел из политики, вроде как бы ушел из политики в этот самый Молдо-Российский деловой союз, одно из предыдущих расследований Райс показывает, что как только Игорь Дадон со своим деловым союзом выходил, делал какое-то антиправительственное заявление против Майи Санду и против партии ПАС, на счет организации Молдо-деловой Российский Союз сразу падала определенная сумма денег. Да? И проследили как бы такую закономерность, да, фактически, да, 3 раза. Пресс-конференция либо за день до этого, либо на следующий день. Пресс-конференция Игоря Дадона там, с антиправительственным заявлением или какое-то антиправительственное заявление, резко на счет деловой России падает там определенная сумма денег. Я так понимаю, что технология и схема с Михаилом Влах примерно такая же. Да? То есть Михаил Влах выходит, организует какой-то митинг, да, громко кричит, и тут бац, какой-то бонус. Я думаю, что мы еще узнаем, какие бонусы за вот эти митинги, которые Михаил Влах организует сейчас, какие митинги он получил. Да? То есть, как бы, ну, понимаете, да, о чем идет речь? Ну вот, пожалуйста, человек одел эту шапку, да, то есть, как бы, еще сегодня буквально пост сделал тоже в этой папахе, да, и в этом
в традиционном гагаузском. Такой создал ты себе такого образа недалекого гагаузского патриота. Да, в Камрате все называют его, там, не знаю, говорят ему Мишка Дурик. А не такой уж он не Дурик, понимаете, как бы не просто так он организует эти протесты. Понимаете, оказывается, там стимулируется это все, как бы, понимаете. А мы тут Дурик. Не, смотрите, толковый парень, знает, на чем зарабатывать и так далее. Занял кресло председателя наблюдательного совета, каждый день там с экранов телевизоров какую-то ересь несет, понимаете, митинги организует и заработал для своей жены, а фактически для своей собственной компании право экспортировать товары на российский рынок. Скажите, что после этого Дурик? Да нет, умный парень, просто на себя работает, понимаете, и подставляет государство. И такой бизнес, чем иметь, лучше его вообще не иметь. Понимаете, чем такой бизнес вообще нужен. И это после этого эти люди будут обвинять Михаила Серкели и таких людей, как Михаил Серкели, который работает в Республике Молдова, то, что они живут на европейские гранты. Извините, ребята, у меня и у моей жены нет компании, которая экспортировала бы товар или какие-то другие там яблоки и сельхозпродукции в Европейский Союз. Нет, мы в рамках открытых, честных конкурсов подаем проекты, получаем гранты и направляем их на развитие свободных СМИ и трудоустраиваем десятки людей. Сколько людей трудоустроил Михаил Лах в своей фирме, которую он получил? Мало того, что подставляет Республику Молдову, мало того, что раскачивает лодку, понимаете, еще и на этом зарабатывает. Что это, если не свинство? Ну, извините, так нельзя. Кому мы рассказываем, понимаете? Я уверен, что следующий митинг будет такой же, и там также он будет горлопанить, а за это получит еще какой-то бонус, еще какая-то фирма получит доступ на российский рынок. Теперь идем дальше. Протесты Шора. Протесты Шора немножко... и второй момент, коллеги, да, то есть тут пункт, который важно отметить, да, то есть как мы видели, да, Михаил Влах возобновил протесты, и сколько там людей было? Он говорит, там 200-300 человек, ну там от силы было человек 70, понимаете, и как бы собрали людей, опять же, да, то есть это для того, чтобы показать и отработать деньги, отработать бонусы перед Российской Федерацией. И почему эти протесты не популярны? Потому что, понимаете, они выходили за высокие цены, запросили оплатить, но они же видят, что правительство справляется с этим. Да? Очень многие люди получили счета этой зимой, и с учетом всей компенсации очень многие даже платили даже меньше, чем они платили в прошлом году и в позапрошлом году, тогда, когда газ был за 4,5 лея. Да? Потому что правительство сделало все для того, чтобы не обременять людей. И очень многие приходится экономить, но в целом счета не такие прямо драконовские. Более того, скажу, очень многие платят меньше, чем они платили, когда газ был за 4,5 лея. Понимаете? И они поняли, что это не работает, и давай дальше повышать ставки. Требование, и поэтому люди не выходят. И он же сам сказал, да, пошел на митинг, пошел на базар, там с людьми говорят, его там люди чехвостят, что ты опять пришел, и так далее. И они предъявляют людям претензии, что вы, люди, не выходите на протест. Так а за что выходить? Проблема же решена, проблема с высокими ценами на энергоресурсы решена, правительство оплачивает. Что вы другой, что вы еще хотите? Пожалуйста, требования, оплатите счета за 2 года вперед. Но люди же понимают абсурдность этой идеи. Поэтому люди и не ходят, потому что после того, как друзья из Райза опубликовали это расследование, то все прекрасно понимают, что это не за людей-то старается, да, а за себя любимого и за свою жену старается, понимаете, чтобы фирма получила доступ на российский рынок. Кто же после этого пойдет на протест, организованный Михаилом Влахом? Это же позор самый настоящий.